18 стих. Иисус продолжает, да, в ракурсе того, о чем он начал, немножко опускаем там предыдущие стихи. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и снова выйдет прельщение. Лесть — это не всегда, знаешь, когда тебе прямо явно обманывают, дурят прямо на глазах. Знаешь, в смысле лесть, обман, еще есть такой, знаете, когда хотят польстить начальнику, ну, чтобы там он выходной какой-нибудь дал. Знаете, есть такая шутка, к начальнику подходит, подчиненный к начальнику, и у него на плече там пух какой-то. И он говорит, не знаю, как сейчас там обращается к товарищам, товарищ директор, господин директор. Просто говорит, а как насчет отпуска? Начальник, насчет какого отпуска? Значит, лесть иногда может быть как некая выгода, некое получение чего-то. Тебя могут не обманывать явно и прямо. Но тебя могут показать, как бы, знаешь, хорошее направление, хорошая идея, хорошее откровение, но свежайшее вообще откровение в теле Христа. Я помню, как такое свидетельство было, был такой служитель Лестер Самвелл, достаточно известный, ушел уже к Господу, очень много сделал. К нему подошел молодой служитель и спросил, по-моему, если не ошибаюсь, и спросил, пастор Самвелл, скажи, пожалуйста, что новенького сейчас в теле Христа? На что Лестер Самвелл сказал, новенького, что старенького хватит до конца. Знаешь, сегодня такое чувство, что в христианском мире погоня за супер новым откровением, которое типа никто не открывал. Знаешь, любое откровение, которое приходит тебе, это то, что уже было когда-то открыто в первой церкви. Просто где-то оно немножко затушевалось и забылось, оно просто снова находит свое пробуждение, оно открывает, чтобы принести жизнь, принести силу, принести благодать и все, что с этим есть, чтобы это работало. Аминь. Но он говорит, придут уже пророки и восстанут, и прельстят многих по причине. И дальше, смотри, да? Дальше, то есть они придут, они будут рассказывать какие-то интересные вещи, нам доселе незнакомые. И по причине, то есть будет причина определенная после этого, причинно-следственная связь. То есть что-то они сделают, и что-то за этим, возможно, последует. Возможно, какие-то из признаков мы не будем видеть явно, может быть, что-то, скорее всего, мы будем уже понимать. Что-то, возможно, только откроется, что мы сегодня коснемся, но нам нужно быть готовыми и внимательными. Смотрите, 15 стих. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Вы когда-нибудь читали это местописание? По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Может быть, вы имели понимание этого местописания, и вам не будет это в новизну, но вы знаете, когда я раньше читал, и со временем, в котором мы живем в этом мире, в этом городе, в этой земле, я представлял так, что умножение беззакония, что такое беззаконие? Это нарушение закона. То есть, когда люди явно нарушают закон, чем больше нарушений, сейчас на красный свет ездят на прополую, нарушают, подрезают, я как водитель, да, какие-то другие моменты, люди могут больше вести себя по-хамски, приходится сражаться, отстаивать даже за действия, то есть, по идее, действующие законы, что в общественном месте курить нельзя. Мы года 2,5, когда мы переехали на новое место, мы прямо сражались. Прямо иногда, вы знаете, до грани чуть не до рукоприкладства в нашу сторону. Но слава Богу, мы отвоевали. В нашем подъезде почти не курят. Даже не в подъезде. Редкий случай, когда кого-то занесет со стороны, кто не знает. Потому что они уже знают, что они не хотят конфликтов, когда них уже дошло или еще что-то. И поэтому я думал, вот, наверное, много беззаконий будет столько, что это уже будет как-то касаться людей верующих, насколько можно уже, когда мир кто-то с ума сходит, как-то так я представлял до определенного времени. Как знаете, вот хочу поделиться. Возможно, это имеет тоже место быть, что чем больше, знаете, как бы вот греха беззакония, Библия говорит, чем больше греха, тем больше благодати. То есть для верующих не оправдание, что если мир косячит, если мир нарушает, если мир просто выходит за рамки и просто сносит просто крышу, что мы должны, знаете, как бы, ну а что, можно, а мне нельзя, что ли?
Я, знаете, одного брата помню, он так, у него такое, я не знаю, это откровение было или просто псих. Он всегда переходил на красный свет светофора. То есть вот где пешеходный красный горит, а для водителя зеленый он все равно шел. И знаете, какое у него оправдание было? Я светофором не поклоняюсь. Слава Богу, он еще живой. Не получил другого откровения. То, что ты поклоняешь Богу, это не отменяет какие-то законы физики, правил, порядка или еще чего-то. Так вот, знаете, я просто получил такое ясное понимание для себя. Может быть, вы можете получить еще какое-то. Но вот здесь, когда говорится про беззаконие, здесь не говорится про нарушение закона в мире. Это говорится о наличии, о нарушениях Божьих норм в теле Христа. Когда верующие, а еще более того, когда служители, учители слова, пророки начинают нести то, что совсем не соответствует Слову Божьему. Я, знаете, есть такое, это не то, что модное слово, мужское слово, как бы оно не применяемо часто, мы так говорим, начинают нести пургу. Вы знаете, это не так, что сегодня он проповедовал истину, и завтра вышел, его прям перекосило на 180, и мы ясно понимаем, что это о чем мы вообще-то? Это где мы? Но вы знаете, все начинается с того, что человек ловит какое-то откровение, начинает вариться, начинает с кем-то делиться, начинает его развивать, начинает набирать себе сторонников, и потом у него группа, которая начинает в это верить искренне, и они в направлении того, что они поверили, начинают потихоньку уходить в сторону. Сами мы даже этого не замечаем. Но, знаете, это проявляется, я сейчас не хочу переходить на личности, на лица там, да, иностранные, но мы видели какие-то замечательные в свое время движения, большие церкви, которые так славно начинали, собирали со всего мира людей, проповедников, что сегодня церкви еще есть гораздо поредели, проповедники даже эти есть, но все, что они проповедуют, от них уже бежали помощники, уже уходили люди из церквей, и печально смотреть на то, что происходит с людьми. Знаете, это уже даже ходить не надо, что это как бы там есть вещи, которые ты не хочешь говорить, что как бы знаешь на тело Христа, но это уже явно, уже, знаете, только собака не гавкала об этом. Я сам был в Украине, чуть-чуть тогда уж, ладно, знаете, как реальный пример. Был в Украине, был в церкви в свое время Слово Веры, которое возглавлял пастор Сандер Белажи, все было замечательно, все было славно. Потом какое-то время мы туда не ездили, как-то внутри было свидетельство не ездить, как бы где-то даже не контактировать, своих хватало дел, со своими жили, строили, что-то делали. И потом мы начали узнавать какие-то вещи там о том, о сём, о пятом. Кто не знает, может и не суть, кто знает, вы понимаете, что было в интернете. Кто-то из вас помните, очень приличное время у нас была одна из 12 пасторов Сандея Галина Коробка. Кто-то помнит, у нас был хороший семинар, Гарри пастор, она приезжала, проповедовала, мы были на Украине, служили, жили, в ее церкви были, все замечательно. Я помню, как в 2014 году, когда мы ехали из Швеции на машине, я из Львова позвонил ей, сказал: пастор Галина, здравствуйте, это Вячеслав, там, туда-сюда, помните, вот едем, как бы, хотели бы встретиться, пообщаться, она даже не сразу поняла, кто это звонит вообще. Ну это ладно, это полдела. Она говорит: не знаю, чем могу помочь, как-то. Потом перезвонили где-то часа к обеду, где-то часа через 4, мы там с просонья всю ночь ехали. Она говорит: Слава, так это ты, что ли? Как бы до нее дошло, кто это, откуда звонит? Приезжай, встретим, расположим, накормим, напоим. Все, давай, сынулька, давай. Ну, она потому что по возрасту такая, чуть постарше. Вы помните, такая, да? Эх, женщина, огонь. Гарная девочка. Гарная, да. Она говорит: только не удивляйся. Чему удивляться? Когда мы у нее были до этого, там, я не помню, сколько лет, там, плюс-минус 10, мы были в ее церкви, я служил, она доверила служить в ее собрании, где-то было порядка 400 человек. Церковь. Достаточно приличная, как бы дочерняя церковь головной. Слово веры, потом они поменяли свое название на Посольство Божие. Мы приехали, пришли на собрание, 40 человек. А церковь 400 человек, осталось 40 человек.
в ее церкви конкретно были люди, которые пострадали от финансовых всяких движений. Там много было движений, учений, много чего было. Были, извините, печально об этом говорить, когда в учении что-то привносится, что-то начинается личностное, не связано с Писанием или связанное косвенно, но привносится личностное. В ее церкви были люди, которые суицидально закончили свою жизнь, потому что потеряли все финансы из-за той рекламы, которая давалась в церкви. Старшим пастором. Мы все не гарантированы, да, не защищены от ошибок и даже от грехов. Но это не значит, что нужно давать повод грехам становиться, знаете, каким-то ошибкам, становиться поводом какому-то учению. Мы должны быть очень внимательны о том, о чем мы проповедуем, о чем мы делимся, да, как мы служим. И поэтому умножение беззакония в теле Христа, в церкви, люди могут быть обмануты, введены в заблуждение, хотя бы искренне верят, что им проповедуют истину, они собьются с пути, они уже будут идти не за Христом, не за истиной, а за учителями, с учением человеческим, приправленным как бы библейским. И под приятным обманом в учении их направят по ложному пути. И вот что здесь происходит, это полбеды, что они пойдут не в ту сторону. Ну, всегда же можно, наверное, развернуться, да, увидел не туда, увидел знак направления, там, что это не Брянск, это, не знаю, Мурманск, и повернуть, если тебе нужно в Брянск. Но что следующее Христос говорит, что когда вот эти лжепророки восстанут и блестят, и когда будет умножение беззакония, следствие, во многих охладеет любовь. Это тоже интересная тема, надо ее чуть-чуть. Вы знаете, что в Новом Завете все слова «любовь», вообще, если взять всю Библию, то слова «любовь» имеют разный смысл, да, разное содержание. Мы знаем, что есть, кто в библейской школе учился, да, или как-то слышал, что есть слова любви там, с греческого, да, которые не только как бы о любви там, человека, да, к человеку, она разного вида. Любовь эрос – это любовь человека к противоположному полу. Но мы подразумеваем к женскому, да, мы подразумеваем в браке это, да. Ну, мир может это разносить на другие разные вещи. Любовь в сторге – это очень дружеская, очень искренняя, сильная любовь. Даже этому пошли люди, как бы, да, когда в Библии там, и что, это близко к тому, как в Ветхом Завете написано, с головы видел. У Давида была дружба, близкая к любви с сыном Саула. Иоаннафана. Так вот, это вот любовь в сторге, любовь Давида, братская, знаете, как может быть очень близко. Не всегда бывает семьи многодетных, но когда это есть, и когда это имеет как в цвете, когда это расцветает, не с каким-то подтекстом, да, по половому признаку, как это в мире. Есть другой вид любви. И один из них, не будем уже там уходить на какую-то тему, агапа. Агапа – это божественная любовь. Это любовь Бога к человеку, прежде всего. Это не любовь, знаете, как вот мы должны любить Бога. Агапа – это… Нет, мы не можем любить Бога, мы не любили Его, пока Христос не пришел в нашу жизнь. Мы начали любить Бога, когда Христос дал нам силу этой любви. Это божественная любовь. И тогда смотрите, в Новом Завете есть только одно слово «любовь», и оно везде агапа. Тут только говорится о божественном виде любви. Будь это касается отношений, там нужна Божья любовь. Будь это касается любви в каких-то разных других проявлениях, в браке, в дружбе или еще что-то, агапа только поможет нам. Божья любовь поможет любить, прощать, терпеть, простираться, верить и унывать. Это Бог, который в нас действующий любовью. Но почему эта любовь Бога? Ведь это Божья любовь. Почему она может охладеть? Потому что когда приходит учение, вы помните, да, мы об этом, что такое прельстить, да? Это увести в сторону. Обманным, приятным путем увести в сторону. Смотри, это так, допустим, как пример.
У нас, вы знаете, скоро зима катит глаза, еще чуть-чуть, как бы пару месяцев, и зима придет, нам где-то теплое место, где мы могли бы отогреться, прийти с улицы, у кого-то печка, у кого-то лучше, может быть, там общее отопление еще такое. Тебе нужно теплое место, чтобы согреться. Но когда ты из тепла выходишь и идешь на мороз, то есть тебе нужно то место, где ты снова получил это тепло. Ну, будь ты на работе пришел, мы говорим о доме, чтобы снова вернуться. Так вот, знаете, ну, такой вот простой пример. Бог это и есть наше вечное, постоянное тепло. Горячевность, да? Он наше все. И когда кто-то начинает уводить в сторону, предлагая нечто иное, он не говорит, прям пойдем вот противоположно на 180%. Он говорит, уже что-то интересное. То есть прельщение, обольщение, это начать чуть-чуть сбить с курса. Чуть-чуть, почти незаметно. И чем дальше ты уходишь, ты идешь куда-то, какое-то учение, какой-то взгляд. Я думаю, что те люди, которые попали в тех ситуациях, ну, как один из примеров, как на Украине, они слишком доверяли людям, слишком доверяли учителям. Да, доверять нужно. Но нужно доверять учителям, которые доверяют Слову Божьему, и которые проповедуют Слово Божье, и которые живут по Слову. Аминь. Поэтому давай будем внимательны, куда мы идем, зачем мы идем, за кем мы идем, что мы слушаем и куда направляет нас та или иная идея и та или иная мысль. Матфея 24, 24. Матфея 24 глава, 24 стих. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Я не знаю, кто говорит здесь об избранных Божьих, или кто-то, кто в избранных еще более избранных, знаете, даже проповедники падают, даже служители не могут устоять. Это не вопрос, знаете, что мы как бы слабее, нет. Проповедник не сильнее кого-то из. Мы, когда мы во Христе, тогда мы не сильны. Проповедник силен, когда он во Христе. Ты силен, мой брат и сестра, когда ты во Христе, Слово Божие сильно в тебе. И когда враг придет, он как искушает проповедника и служителя, просто у них своя ответственность. Написано, поражу пастора, и овцы рассеется. Там просто другая работа сатаны. Но как проповеднику нужно бодрствовать, так это не значит, что мы не бодрствуем, просто идем за любым учением. Нам нужно бодрствовать, имея Библию и Дух Святой, который у нас есть. И чтобы это работало в нашей жизни. Когда ты идешь домой, когда ты читаешь, когда ты получаешь какие-то откровения, какие-то мысли. И когда ты заглядываешь в YouTube или куда-то еще, здравствуйте, испытания. 1 Тимофея 4.1. 1 Тимофея 4.1. Дух же ясно говорит. Знаете, будьте внимательны, да? То есть в Библии Бог говорит разным образом. Дух Святой говорит. Ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. Кстати, мы уже смотрим на некоторые признаки. То есть будет какое-то обольщение. Мы не сразу можем разобраться, нам нужно быть внимательными. Когда сегодня я, как служитель, где-то для развития, где-то для понимания, что могут смотреть мои прихожане, что сегодня вообще люди, да? Я не листаю все подряд в YouTube. Я некоторые вещи откладываю, посмотрю потом, некоторые смотрю, и некоторые, знаете, выглядят замечательно. Такие классные служения, так-то все супер, там все прямо вау. Но вот здесь внутри что-то. И знаете, нет такого прям, нет, против, но какой-то, просто будь внимательным. Посмотри, может быть, еще одну пробует. Будь внимательным, не смотри, как бы соглашаясь сразу, о, это здорово, это супер, все, пойду поделюсь с братом и сестрой. И мы уже на что-то подсели. Потому что те, которые будут отступать от веры, это значит отступать от истины. Что такое вера? Это истина, это Слово Божие. Мы должны соразмерять со Словом. Мы должны иметь чувствительность в нашем духе, чтобы Дух Святой нам показывал. Может быть, знаете, все хорошо в проповеди, но, вы знаете, могут быть какие-то маленькие детали. И, может быть, ты не отвергаешь еще, но просто ты можешь что-то взять, ты можешь что-то благословиться. Но, знаешь, не нужно все съедать. Знаете, как мы недавно были на прогулке на Ленинские столбы, и кто-то был когда-нибудь на шведском столе? Такое понятие, шведский стол, кто-нибудь понимаете?
Я был на шведском столе, когда мы в Швецию плыли. Это шведский стол, я вам скажу. И это, знаете, дико, когда русские попадают на шведский стол первый раз. И это такие тарелки, знаете, не как у нас в России, большие тарелки. И когда ты идешь мимо шведов, которые сидят, и русский идет, знаешь, ему бы тачку дали, он на тачке уехал. И знаете, первый у нас в поездке был это опыт такой, ты потом со шведского стола, что 2-3 таких тарелки принес, потому что все хочется, знаешь, с голодного Советского Союза, начинаешь с России, ты хочешь все попробовать, ничего не упустить. Половину, конечно, из этого выкидываешь потом. Шведы богатые люди, не знаю, там не просто мышление, да? И я помню наши шведские столы смешные такие, что если ты в конце пришел, ловить нечего. Знаете, наши стали как-то немножко вразумляться, там что белорусская команда, нормальный шведский стол. Но уже я понимаю, что все не сожрешь, не загубишь, да, и надо как-то беречь себя и не расширяться, знаете, вы все, понятно, мне это вшить как бы не стоит, да, надо о здоровье подумать. Ты как-то выбираешь, и даже выбирая это, уже как бы где-то надо еще где-то, вот, знаешь, с мудростью. Мы должны с мудростью понимать, что на нашем духовном столе, какие книги читать. Раньше книга одна попадется в начале там, в 90-х там перепечатанная, так мы там трясемся, дай почитать, очередь занимаем. Сейчас подходишь так, выковыривая, так знаете, что почитать, какие. Так чтобы почитать, ну, я очень верю в то, что мы в контактах с нашим книжным столом, что нам нас не заказывают, мы когда проверяем, да, были моменты, слушай, вот это очень не стоит эти книги. Но мы должны понимать, ко времени, знаешь, есть такой момент, не просто слушать проповедь и читать, а правильное ли время ты это слушаешь или читаешь. Я бывает начинаю какую-то книгу, читаю, понимаю, что-то надо отложить до времени, пусть полежит. Не есть ради того, чтобы есть. 1 Иоанна, 2 глава, 18-19 стих. Мы просто смотрим Писание, где Иисус и Библия предупреждают нас о тех моментах, которые будут происходить вокруг. 1 Иоанна 2, 18-19. Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист. Вот здесь внимательно, да, я вам сказал, что Антихрист, у вас есть понимание, это антипомазанник, да, это вместо, это подделка. Придет Антихрист, но здесь не с большой буквы. Потому что есть спорные в теле Христа вопросы, придет ли этот Антихрист как личность, или это будет нечто иное, но мы это не касаемся. И теперь появилось много антихристов. То есть говорится, что антихристы уже были. То что значит? Что это в количеством как бы вот эти личности? Нет. Это люди, которые подвержены духу антипомазания, которые могут использовать, которые могут брать что-то, как я сказал, да, под красивым как бы обращением, обманом. И дальше написано, смотрите, да, как это вообще близко. Они вышли-то от нас. Ну, давайте не будем впадать в подозрительность. Те, которые вышли, они что, антихристы? Я не знаю, Бог их знает. Кто-то выходил, кто-то толком, кто-то по одному. Но если люди выходили просто обидевшись, там, не додали, не долюбили, руку не подали, еще что-то. Но есть же те, которые ходят не согласны с учением. У вас не то учение, а у вас такое учение. Ну, у них своего нет, они начинают где-то искать, начинают там потом уже пытаться что-то выражать или что-то. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, через то открылось, что не все наши. Дайте еще срок, год-два. Вы еще таких учений наслушаетесь и увидите. Точнее, лучше вам, конечно, их не слушать. Вы можете о них услышать, когда я слышу, когда каких-то нетлениях кто-то учит. Кто-то учит, антихрист уже пришел. Кто-то говорит, даже христиане говорят, служители. Знаете, как православные просто крестятся, Господи, упаси. Говорят, даже у антихриста, у дьявола, что дьявол может даже, возможно, спасется. Я не знаю, откуда у них эта идея, с какой стороны у них там сотариология, да, учение о спасении, что Бог такой милостивый, Он такой благой, что это просто Он хочет немножко так всех постращать, как бы, чтобы все испугались, не грешили, но так-то Он все идет о том, Он творец, все Его творение, но как же все свое творение уничтожит? Я не силен сегодня, чтобы говорить об этом учить, но странность того, что дьявол может встретить на небесах, зашкаливает просто.
2 Петра, 3 глава, 3 стих. Поэтому мы никому никогда не ограничены, с кем ты общаешься, с кем кто ушел, не ушел. Просто сам отцеживай. Сам просто как бы, да, следи за тем, что в твои уши вливается, чем наполняется твое сердце. Мы открыты для всех, даже для отступников. Мы сами иногда, может быть, отступить, это сбиться. Но это не значит, что ты, знаешь, согласиться с кем-то, кто пошел не той дорогой, тебя это может унести на не ту дорогу. 2 Петра 3:3. Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, то есть по своим желаниям. То есть придут те, которые будут ругать. А что они будут ругать? Еще с наглым, не просто ругатели, а наглые. 4 стих. И говорящие. Они будут что говорить, где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Знаете, это, наверное, какое-то учение или какая-то версия псевдохристианства, которые как бы, это больше как бы на неверующих кажется, да? Где ваш Бог? Где его чудеса? Где он был, когда была Вторая мировая война? Где, когда там убивали, там, где, когда насилие там кого-то или еще что-то? Вы знаете, это ведь говорится о тех, которые придут не с миром, которые поднимутся, и которые скажут, они начнут о чем-то учить, о каких-то учениях, знаете, второстепенных, ну, выдавали что-то значимое, чтобы увести твое внимание от того, что номер один. И мы сегодня скажем, что номер один. Чтобы когда ты будешь смотреть на номер один, ты будешь смотреть на знаки, которые будут показывать тебе, знаки Божьи, признаки Христовы, от Духа Святого через Слово, чтобы ты не ушел. Если тебе нужно в Мурманск, а ты уехал в Брянск куда-то. Если тебе нужно на небеса, тебе нужны небесные знаки, тебе нужно небесное видение. Но будут те, которые будут приходить и просто отвлекать твое внимание, просто забирать, просто говорить в противовес. Я помню, как один служитель у нас очень давно приезжал, кто-то, может, его помнит, Александр Прохоров, такой замечательный служитель, в самом начале церкви. И он как-то в один встрече сказал, когда, знаете, он такое активное, протестанты, это секты, сектанты, там, начали нападать, как бы, сначала как бы, там, ортодоксы, потом где-то нет государства, как бы, там, кто кому вторил, я не знаю. И он сказал, это сегодня говорят нам, что вы сектанты. Вы знаете, не внешний посыл. Вы сектанты, вы не такие, как мы, типа, там чуть ли не место, вы вообще, как бы, засланцы. Мы не американские протестанты, извините, даже не европейские. Мы русские, доморощенные, евангельские верующие. Мы верим в Библию. Мы не перенимаем все, что там у американцев, я не знаю, как бы, да, ну, не совсем правильно, кстати, показать, да. Мы радуемся, мы можем где-то и танцевать, как бы, да, но не все то, что как бы там, как бы приемлемо для нас. У нас есть своя история, и она имеет место быть, она развивается. Но будут те, которые скажут, а у нас есть новенькое, у нас есть свеженькие откровения. Они фактически будут отвлекать от чего-то, что Бог от твоего призвания, возможно, от твоего места в Церкви Божьей, в теле Христовом. Потому что у нас свежее. У нас духовные, они, может, так и назовут, но это будет выглядеть как духовные фейерверки, знамения и чудеса. Собирайтесь к нам, приезжайте. У нас такие семинары, у нас такие вебинары, у нас такие конференции. Замечательно. Но если ты это делаешь ли это потому, что тебя Дух Святой ведет, или... Давайте еще откроем 2 Тимофея. Это вам будет как домашнее задание. Мы будем разбирать. Это вообще на отдельную проповедь, чтобы это разбирать. 2 Тимофея, 3 глава с 1 по 5 стих. Там хватит целую проповедь. Но мы просто ее вот так, даже всю не будем зачитывать, начало и 5 стих. Знай же, что в последние дни, смотрите, мы говорили о последнем времени. Здесь уже предупреждение в последние дни. Знаете, у меня такое какое-то внутреннее свидетельство, я не скажу, что там у меня нет ни понимания по непременным срокам, ни по датам, но что мы живем в последние дни последнего времени. Я не знаю, сколько этих еще дней. Я не говорю ни за год, ни за 5, ни за 10, я не знаю. Есть много чего сейчас, любой информации, да, в теле Христа и вокруг. Но то, что нам нужно быть очень внимательными, да, нам нужно быть очень внимательными. Знайте, что в последние дни наступят времена тяжкие. И дальше идет перечисление, которое тебе хорошо знать, ну хотя бы знаешь так, чтобы заучить.
но понимать, потому что они еще не все проявились, но уже так или иначе проявляются. Где есть неуважение, где есть неблагодарность, где это есть в мире, где это есть в церкви. И я верю, что будем видеть еще больше и больше. И 5 стих, как бы все это подытоживает, всего со знаком минус, что будет происходить, но не только в мире, в теле Христа также. То есть вот все эти, которые перечисляются и заканчиваются в 4 стихе, что они более сластолюбивы, то есть они более наслаждаются чем-то для себя, нежели для Бога, то есть нежели боголюбивы. И 5 стих, имеющий вид благочестия, то есть имеющий вид служения Богу, имеющий вид ревности, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. Мы сами с собой-то должны, на самом деле, знаете, где-то разбираться. Я плыву по течению, или я все-таки держусь в тонусе. Мы должны испытывать себя. Библия говорит, испытывайте себя, верили вы. Аминь. Но мы должны не только испытывать себя, мы должны испытывать то, что нас окружает. И то, что мы внимаем, и то, что мы смотрим. И, знаете, в последнее время, помните, мы начинали знаки, да? Мы должны понимать, какие знаки духовного времени в то время, в которое мы живем. И последний, 2 Коринфянам 11.3, я завершаю этим. 2 Коринфянам 11.3. Это лишь такое, наверное, вступление, предупреждение, предвосхищение того, во что мы в основном будем все более и более ходить. Я часто слышу в последнее время такую фразу: все просто очень быстро меняется. Слышите такую фразу? Быстро меняется. Если раньше мы могли там месяцами, где-то годами до чего-то, сейчас смотришь, было одно, уже другое. Чуть позже уже третье что-то происходит. Иногда не поспеваешь за событиями. Новостная лента меняет, бам! Тут, извините, как сказать, тоже примера. Никто не думал, что талибы захватят Афганистан. Все пророчили, да, талибы делают 30-тысячная армия афганского государства, она противостоит. Бам, месяц, нет армии, талибы все завоевали, только один Северный альянс в Панжерском ущелье. Все быстро меняется. Меняются цены, меняются какие-то обстоятельства. И вот здесь апостол Павел, он говорит Коринфянам, и для нас это также тоже предупреждение о последнем времени, о последних днях. Он говорит, но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, то есть прельстил, обманул, предложил иной путь, иную идею, иную возможность. Как бы даже, знаете, не сильно такой прям ярко отличающийся от того, что вроде бы как бы у Бога. Все начинается с чего-то такого бесхитростного, даже кажется. Так вот, как прельстил Еву, так и ваши умы не повредились. Они вначале не повреждаются, но происходит с уклонением, потом повреждение, уклонившись от простоты во Христе. Что значит уклониться от простоты во Христе? Это Евангелие, оно простое на самом деле. Оно не замудренное. Если ты чего-то не понимаешь, был ли у Адама пупок, буду ли я со своей женой, или как у Дерека Плиса было 2 жены, будет ли еще у кого какие-то версии, просто слушай, не заморачивайся. У тебя есть во что верить сейчас, у тебя есть Господь, у тебя есть своя жизнь, возможно, семья, и, возможно, будет будущая семья. Все, что у тебя чего нету, это еще будет переживать. А то, чего у тебя уже нету, оно уже ушло в вечность. Никогда не будет. Но Библия говорит в Законе 29:29, что сокрытое принадлежит Господу Богу. Это не будет здесь петь, это я вспомнил. А открытое принадлежит нам. Вот что тебе открыто, в этом, например, в этом твоя вера. Открыто, чтобы Бог тебя возлюбил. Открыто, чтобы строилась твоя духовная жизнь. Открыто, чтобы быть в поместной церкви. Открыто, чтобы доверять Богу сегодня. Делай то, что ты можешь делать сегодня, Божье открыто. Не надо лезть в тьму таракань какую-то, какие-то чужие откровения, которые непонятно к чему и куда тебя приведут. Они могут вести тебя к разбитому духовному корыту. Увы. Аминь. Аминь, аминь. Я множество раз это видел. Дай Бог нам, самим в личной жизни вообще. И вот он говорит здесь, Павел, он говорит, от простоты во Христе не уклонитесь. И дальше что-то стих, ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Христа, помните, да, другого. Антихрист – это другой Христос, это другое учение. Это помазание как бы похожее, но это подделка, это подмена, которого мы не проповедовали. Или если бы вы получили иного духа,
которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали. В последнее время и в последние дни враг, то есть дьявол, будет высвобождать все свои силы. И мы будем видеть это все больше и больше. Но нужно быть внимательным очень, с какой стороны ветер дует. Силу лжи, обольщения, устрашения, чтобы привести, то есть обмануть и направить по ложному пути противному Богу. Есть путь, который, знаешь, противный, это в смысле, что, фу, мне противно, это же в другом направлении. Когда враг пытается тебе предлагать нечто как бы удобоваримое, а ты прозевал и крючок заглотил, он тебя в противоположном направлении от агапы Божьего потянет в другую сторону. И там здравствуйте обиды, и там здравствуйте новое откровение, там здравствуйте новое, только в кавычках, новая жизнь. Знаете, нам нужно сделать правильные выводы. Общие и личностные. Прежде всего личностные. Потому что мы делаем Христова как члены, все вместе, да. И когда мы будем понимать знаки Божьи, чтобы нам применить их в своей жизни, понять, где войти, где остановиться, а где наоборот двинуться, повернуть ли мне на эту дорогу, заключаем мне этот контракт, ехать ли мне вот на это мероприятие, это касается всей нашей жизни, только духовной. Наша жизнь вся духовная церковь, и все духовное. Дьявол будет пытаться бить в разные сферы твоей жизни. Будь то семья, будь то работа, будь то церковь. Смотрите, нам очень важно не игнорировать Божьи знаки, где приходит обращение, где приходит лжеучение, где приходят какие-то пророки. Не все конференции, не все служителя. Прежде всего, нам служит Христос. У нас есть Слово Божье. У нас есть Дух Святой. И смотрите, если взять, вернемся просто в памяти знак, когда вы смотрели знаки, там, опасный поворот, не переехать корову, потому что там есть перегон, хорошо знать заранее, сбросить скорость, как бы, да, еще какие-то запрещающие знаки, не обгоняй, потому что плохая видимость, или что-то еще в связи с этим. Если в естественном смысле, когда мы едем за рулем или едем с кем-то, знаете, мне часто жена, когда она была просто пассажиром, мне было, конечно, легче. Мне никто не указывал, не подсказывал, не так едешь, не туда рулишь, не так сдаешь, но с другой стороны, часто это помощь, потому что ты где-то задумался или еще что-то. Чаще все-таки это, конечно, помощь. Так вот, смотрите, если мы в естественном, да, привыкли в нашем городе ездить, мы даже когда на знаки не смотрим, да? Ну, потому что я знаю, вот здесь поверну, вот здесь так, ну, примерно такая скорость, городская, вот здесь вот такое направление, здесь вот это. Но вдруг в какой-то момент произошло какое-то изменение, поменяли знак, поменяли направление, вдруг вместо двустороннего, у нас мало односторонних дорог. Вы бы были где-нибудь в Саратове или где-нибудь, Саратов это город односторонних дорог. Просто не что страшно, когда там опасливо ездить, может быть, ты иногда просто привык вот просто ездить, да, и уже, ну, знаки не знаки. А есть города, тебе нужно просто выпучить глаза и вспоминать, что же это значит. Я помню, как мы ехали из Стокгольма, где нужно было отправляться паромом, где-то 70 километров Упсала, и мы в Стокгольм 3 раза заезжали и снова выезжали из него, потому что не понимали, где ехать и где паром. Мы там уже почти на грани поругались, чуть ли в автобус не затащили электрика вместе со всеми его инструментами, что он нам показал. С английским у одной сестры "Come with us", "Help us". И люди в страхе, это кто вообще? Северокорейские террористы. Нет, это якутские люди, которые пытаются уехать, мы заехали за 5 минут отправления парома. Потому что мы не понимали некоторых знаков, мы не понимали еще языка. Нам нужен язык Духа Святого в духовных сферах, нужно понимание Его языка, но нужно понимание знаков. Если в естественном мы заедем не туда, нарушим что-то, минимум нас ждет наказание, то есть штраф. Мы встретим, как бы, да, представители закона. Но в худшем случае, если мы пойдем не там на обгон или на скорости войдем в поворот, мы можем закончить жизнь смертью. Может произойти ДТП, авария. Смотрите, этот пример как образ того, если мы не будем внимательны в нашей духовной жизни, относительно библейской перспективы, то есть куда мы двигаемся, что происходит в мире,
как нам быть внимательными, да? Как нам бодрствовать, чтобы враг нас не увел в сторону. Я назову несколько, по крайней мере, как вы знаете, знаков или направлений, в которых нам хорошо держаться, чтобы не сбиваться, да, и быть внимательным к тому, что вокруг нас. Но здесь касается предупреждения вечности. Если мы где-то прозеваем духовные знаки, хорошо, если мы вовремя спохватимся или кто-то нам подскажет. Но кто-то ведь начинает, знаете, без тормозов просто идти. Кто кого-то срывает и сносит. И это касается вечной жизни. Вопрос, будем ли мы с Богом или нет. Смотрим ли мы на духовные знаки или нет. Что же нам делать? Если можно, немного, пожалуйста, музыки. Спроси соседа, что же делать? Это извечный вопрос, классика. Как говорил кто-то из наших классиков, писателей, что делать? Что делать, что делать? Молиться. Смотрите, первое, что я хочу предложить вам, да, когда мы говорим о последнем времени, и о том, как нам не прозевать знаки, как нам различать. Первое, это совет. Это сделать все, что ты можешь сделать со своей стороны, чтобы быть ближе и теснее, насколько ты можешь, к истине. Истина – это Иисус. Чтобы быть ближе к истине, которая есть Иисус, насколько можешь быть ближе, будь ближе каждый день к Его Слову. Слово Божие, когда оно будет ближе к тебе, но это лишь только часть. Не надо обольщаться, что только чтением Библии ты себя не спасешь, это лишь часть. Полнота, когда ты будешь теснее к Слову Божьему и к Духу, который будет объяснять тебе Слово Божье. Поэтому будь со Словом и будь с Духом Святым. Потому что никто не лучше не откроет, не покажет, не объяснит тебе лично. Ты можешь слушать проповедь, что-то не понимать или понимать по-своему. Но когда у тебя будут вопросы, ты останешься один на один. Даже не будет рядом наставников, которые тоже хорошо, но это позже. У тебя есть наставник, Дух Святой, который откроет тебе Писание. И он откроет тебе не хуже проповедников. Ты знаешь, что проповедники не нужны. Но есть очень какие-то узкие моменты, где ты один на один. И он будет тебе объяснять, и он будет утверждать, и он будет показывать. Вот то, что ты смотрел в этой проповеди, это благословит тебя. В этом есть сила. Это правильное время для этого. Знаете, есть даже правильные проповеди, но не в правильное время. И они не дадут благословения. Ты должен смотреть то, как Господь ведет. Все в правильное время. Быть правильным человеком на правильном месте. Поэтому первое, будь, чтобы не быть обольщенным, не быть обманутым. Держись Иисуса, держись Слова, держись Духа Святого. Второе, чтобы держаться Слова и держаться Иисуса лично. Второе, молись и бодрствуй. Иисус сказал, молитесь и бодрствуйте. Нам нужно понимать Слово в процессе молитвы, когда мы соединяемся со Христом, Дух Святой, мы начинаем открывать, начинаем это понимание. И тогда ты уже не в перспективе чего-то учения. Слава Богу за верное учение, за здравое учение, за здравые доктрины. Когда ты останешься один на один с каким-то вопросом, который будет тебе задан или предложен, как учение или идея, у тебя будет Слово, у тебя будет Дух Святой, который помогут, как через призм, как через лечительное стекло, разобраться, оно или не оно. Молись и бодрствуй. Третье. Слушай наставника в вере. И как апостол Павел говорит, как я следую за Христом, так и вы следуете за мной. Если наставник тебя учит вере, он не посылает тебя на какие-то странные вещи, он не предлагает тебе какие-то идеи. Поэтому отчасти в нашей церкви мы дистанцируем все экономические завязки друг с другом за пределы церкви, в том смысле, что прежде всего это общение с Господом и друг с другом, как братья и сестры. Мы не должны знать, часто, я помню, в одной церкви я приехал, мы ехали с одним братом, гнали машину, остановились, пастор делал, уехал в какую-то конференцию, не помню, был ли его помощник, но один из родных братьев помощника, такое возгорячение, в общении, говорит, у нас здесь все круто,
пастор уехал там на Г12, вообще у нас тут движуха такая, финансы прут вообще. Он был немножко такой из братков бывших, поэтому слаг такой, да, все прет. И говорит, вообще классно, у нас вся церковь на Орифлейме сидит. Надо, что было ему сказать, но это не была моя епархия, это не было так близко в общении с той общиной. Я просто про себя подумал, братка, я думаю, что церковь-то не на Орифлейме сидит. И не зависит, она должна от Орифлейма там, я не знаю, еще от чего-то. Она должна стоять на Христе, на откровении и Слова Божьего, как личная жизнь. Все остальное вторично. И мы должны с мудростью понимать, что первое, что второе. Поэтому слушайте ваших наставников в вере. Но знаете, как много желающих найти свободные уши. Не знаю, там YouTube конечно, притча во языцах, но именно там многие подсаживаются. И таких не добавляют. Тех, кто радеет, но тех, кто радеет за тебя, тех, кто готов платить цену и платил их единицы. Держись тех, кто с тобой были в самом начале, которые готовы тебя поддерживать, даже если никого не видит. Бог да благословит таких наставников. И четвертое, что я верю, тоже поможет. Удержаться, не съехать в какие-то крайности. Будь с народом Божьим. Вместе, в единстве, не сила. Будь с народом, который идет, как Израиль шел вместе, и кого-то выносило, у кого-то были амбиции, кому-то что-то не нравилось. Ты просто будь с народом Божьим. Даже у Петра был вопрос, Иисус насчет Иоанна, а что насчет Иоанна? То есть, а я что? А почему он идет? Иисус говорит, слушай, это мое дело с ним. С тобой у меня своя часть, с ним другая. Следуй своим путем. Поэтому давайте будем внимательны к тому, что вокруг нас происходит, и, возможно, будет происходить больше. Много вопросов. А пройдем через год, не пройдем. А когда восхищение, послушай, всему свое время. Когда Бог захочет, чтобы ты это понимал, Он откроет тебе. Восхищения завтра не будет. Если будет, ты бы уже знал в духе. Если бы не знал, ты просто двигался в том направлении, где для тебя было бы естественно. Хуп, следующий шаг, ты полетел. А если ты остался вдруг, но ты все-таки хочешь быть с Господом, и тебе хочется грызть лоб тебя, потому что мы смотрим какие-то фильмы там, да, такие апокалиптические еще какие-то, да, эсхатологические. Послушай, у Бога есть милость и благодать, давай не будем заморачиваться. Верить в учение, церковь восхитится до скорби, или церковь восхитится после скорби. Главное, чтобы вам прошли. Нам еще работать, нам еще благовествовать, а восхищение, ты знаешь, станет естественным путем нашего движения за Богом. Вот и все. Аминь. Пойдешь ты через год, Господь будет с тобой. Не пойдешь, Он будет с тобой. Главное, чтобы ты был с Ним в любой из этих ситуаций. С Ним. Аминь или не аминь? Вы получаете что-нибудь? На ус мотаете что-нибудь? Но у меня есть для вас бонус. Сейчас будет бонус. Он с нами, потому что Он обещал в своем слове, если мы верим в Его слово, это так. Я сделаю короткое отступление, прежде чем двинусь в то, что приходило мне на сердце, по поводу вот того, что мы можем кому-то подходить, кому-то... Мы к своим, конечно, должны прежде всего, но знаете, особенно это важно, ну, всегда это должно быть очень важно, знаете, так и корректно, и учтиво, и навязчиво, когда приходят новые люди в церковь, мы можем показать частичку внимания и любви, знаете, так прям набрасываться, но и не сторониться, как бы, да. Понятно, что кто-то может быть скромен, кто-то... И, знаете, просто на ум приходит пару-тройку примеров. Я не знаю, может, вы были где-то в других церквях, были в отпуске, там, в командировке, посещали кого-то и что-то. Я помню, я даже, знаете, с другого. У нас сейчас сын в командировке, он с оркестром где-то путешествует, там они дают какие-то концерты, какая-то федеральная программа, где-то вот там Казань, Уфа, там, Башкирия, там, Татарстан. Он в нашем семейном чате написал, он нашел в интернете какую-то церковь, посетил собрание, типа не нашел своих, как своих, тех, кто там какие-то наши, может быть, там, знаю, слово жизни или близко. Ну и вот он пришел туда и пишет. Я, говорит, пришел, мне привет никто не сказал, и ушел, мне никто привет не сказал. И тогда я ему пишу,
Привет тебе, Ефрем, привет. Восполнил, что можно чуть-чуть, как бы, знаете, нишу пустоты. Если где-то не дали привет, то мы можем тогда как-то давать. Я сам помню, однажды я был в одном очень большом городе, и в одной очень приличной церкви, но на тот момент она была немножко такая, они проводили такую программу, я попал не в основное служение собрания, а такое, знаете, такое более домашнее, в кафе. Эта церковь, она себя позиционировала, ну, думаю, сейчас позиционирует церковь домашних групп. То есть они активно в этом как бы участвуют в разных семинарах, по стране очень давно как бы сами. И мне было просто интересно, потому что проходило в такой, ну, некой домашней обстановке где-то в кафе утром, как бы вот там какую-то презентацию проводили, что рассказывали о домашках, пили кофе, можно было взять себе кофе как бы и посидеть, послушать и, наверное, потом пообщаться. Вот. И почему я привожу параллель, потому что так похоже для меня, как Ефрем говорит, мне привет. Ну, что там, вначале привет, потом пока не сказали, или я написал, но вот, по крайней мере, как бы, то есть никто к нему не подошел, не заметил, не обратили внимания. И это не то, что, знаете, когда есть, допустим, очень большие церкви, ты можешь прийти даже, знаешь, может, слово жизни в тебя, если ты попал на собрание, где никого из своих не узнал, не так, что тебе, может быть, как бы подойдут, как бы, да, люди заняты. Это, конечно, не оправдывает, но, как бы, знаете, у меня получилось нечто похожее, с таким немножко смешно, с юмором. Я пришел на вот это такое небольшое служение, там было где-то человек 25 в этом кафе. Я пришел, меня никто не знал, и я ушел, меня никто не знал. Я думаю, знаете, пусть там, где, может быть, вот так происходит, мы не вешаем ни на кого ярлык, как бы, да, но нам хорошо брать тогда такие примеры, как самим, когда, если даже с нами не поступили хорошо или, ну, не дали нам что-то, это не значит, что мы должны поступать так же. Мы должны чуть больше на порядок, там, на планочку подниматься и быть открытыми, культивировать это в домашках, приветствовать друг друга, там, улыбаться, радоваться через веру. Тем более, если кто-то в собрание приходит, давайте будем теми, которые могут на самом деле. И знаете, буквально вот сегодня утром, когда я последние штрихи как бы наводил в послании, я слушал, то есть все было готово, но я параллельно там что-то просто вот детализируя в самом как бы тексте послания, я включаю обычно на ютубе какие-то проповеди, слушаю проповеди, вдохновляюсь. И сегодня я попал на один очень интересный канал с очень интересным названием, он прям вторит сегодняшнему посланию. И там очень много свидетельств людей, которые отбывали в местах лишения свободы. Некоторые из них там авторитетные, положенцы, там, горы в законе. И они просто свидетельствуют, как они пришли к Богу. И мне понравилось одно свидетельство, как один брат, он осетин, это в Осетии, он пришел, его пригласил один из его бывших коллег по несчастью, вот, который уже ходил в церковь, пригласил его на служение. И он говорит, ну хорошо, приду, но тот ему пообещай, придешь, а знаете, в тех кругах, что если ты сказал слово, то за слово нужно отвечать. Но он понимал, что придется, как бы, ну, дал обещание, он все-таки пришел. Но он думает, 2 часа потерплю, и он пришел, он не сразу, конечно, пришел к вере, Христа не принял как бы сразу в первое посещение, как нам иногда хочется, когда мы кого-то приглашаем. Но знаете, что меня зацепило? Что когда собрание закончилось, во-первых, он на собрании увидел свидетельство, он видел, как на колени встают его бывшие сокамерники, бывшие с теми, кто он был на зоне, как бы, да, вот, в местах лишения. И он увидел, как один из воров в законе, очень авторитетных воров в законе, уже на тот момент он был верующим, это тот, который не преклонился не перед одним начальником тюрьмы. Из-за этого страдал, его там убили и третировали далее, но он увидел, как тот вор в законе, когда пастор призвал к определенной какой-то молитве встать на колени, как он, этот вор в законе, встает на колени. И он сам про себя говорит, но я не встал. То есть человек, что на тот момент не созрел, даже вот как видите, у него такой был как пример, но что его затронуло, когда служение закончилось, и ко мне, говорит, стали подходить, ко мне стали, говорит, приветствовать, обнимать меня, говорить добрые слова. На тот момент он уже был порядка там где-то, сколько-то сроков он был в местах лишения, и за это время, пока он был то один, то другой срок, вначале умер отец, потом умерла мать, и он не хоронил никого из них. И он говорит, я почувствовал, как будто вот объятие матери. То есть мамы самой не было, но это вот в церкви он пережил. А это любовь Божия, это Дух Святой. Поэтому нам хорошо и важно
И помните друг о друге, не забывать, ободрять, встречать, обнимать. И вообще друг друга, и особенно людей, которые первый раз или недавно. Аминь. Аминь. Хорошо. Но, в принципе, тему сегодняшнего служения и послания вы немного знаете, потому что, если кто-то читал церковный WhatsApp, и я озвучил, что название сегодня темы такое: «Выбор светлого будущего в твоих руках, или ты сам выбираешь свой путь». Интернет-канал, YouTube-канал, который сегодня я смотрел, там много свидетельств, называется «Выбор». Так интересно, я не планировал, просто набрал там одну фразу, там «Выбор во Христе». Поэтому сегодня мы поговорим о выборе. Скажи «выбор». Выбор. Вы знаете, что на следующей неделе тоже у нас выборы, с 17 по 19, отчасти меня к этой проповеди даже, может быть, каким-то образом и это подтолкнуло. Но вначале хочу вам кое-что, когда мы будем говорить о выборе, но, как вы знаете, жизнь состоит из выборов. Я не веду, в смысле, выборы, кого-то мы выбираем, что мы сами выбираем, да, какие-то определенные решения, куда мы пойдем, что мы будем делать, к чему это приведет. И, наверное, я думаю, так или иначе, что каждый из нас хотел бы, знаете, есть много таких подсказок, присказок, притч или как бы поговорок, да, знал бы, где упал, постелил бы солому, то есть знал бы где, да, было бы у меня понимание правильного выбора, да, пошел бы туда или туда. Как часто в нашей жизни бывает, что мы делаем что-то выбираем, какой-то путь, дорогу, какое-то делаем решение и делаем этот выбор, и не всегда это нас радует, не всегда это приводит к каким-то добрым, позитивным результатам. И мы расстраиваемся, где-то можем разочароваться, и знаете, нам хотелось бы, конечно, чтобы выбор был правильный и чтобы нам не прогадать. Ну, я не знаю, может, вы так думали, не думали, но вот такое, как бы, да, вот не прогадать бы мне, да. Там, не знаю, кредит берете, там, женитесь, на работу новую устраиваетесь, как бы ожидаете чего-то. Было у вас такое, как бы мне вот не прогадать эту ситуацию, как бы не попасться, да? Бывало у вас такое? Вы знаете, вообще само слово, это такое маленькое, тоже как бы такое ремарка. Прогадать идет от слова вообще гадание. Слово, все, что связано угадать, подгадать. Слово везет даже оно где-то оттуда. Знаете, когда у тебя все хорошо, я говорю, ты христианин, и у тебя что там кирпич тебе на голову не упал, ты там, тебя вытащили, там, я не знаю, еще что-то там, какие-то вот такие чудодейственные вещи, да, это не про везет, это про Божью волю. Это про Божью милость. Поэтому вопрос выбора и не прогадать не работает. Если у кого-то работает в мире, как-то, знаете, это все временно, да? Потому что, типа, сегодня не прогадал, хорошо, я на коне. Прогадал, я у разбитого корыта. Вы знаете, у нас, как у верующих людей, у нас, как у христиан, нету того, чтобы, знаете, попал, вот, как бы, знаете, вот в пазл, не попал, да? Ты не попал, если даже куда-то, это не значит, что все, конец жизни, как бы, да, там ты прогадал, мы не гадаем, как бы, да. У Бога есть путь, у Бога есть выход. Ты сбился с пути, перепутал карту, еще что-то. Нужно просто взять духовный Божий компас и понять, что и куда. Хорошо. Сейчас мы скоро посмотрим несколько картинок, но перед этим, вы когда-нибудь слышали такую песню? Я помню, что я пел еще такой молодой заводной певец в советское время, не помню, как его зовут, помню, по-моему, фамилия, если не ошибаюсь, Гнатюк, и он там пел про одну птицу какую-то, не знаю, жар птица это была, или птица счастья, и он пел выбери меня, птица счастья завтрашнего дня. Знаете, я не философ, я пытался вспомнить определение, к чему это относится, но не стал глубоко копаться, но знаете, для себя. Помните, что такая песня была такая? Да? Вот, да, помню, что так, Гнатюк. Знаете, вот в этих словах, что заложено, такое, знаете, нечто такое мифическая надежда, слово альтруизм совсем подходит к другому, знаете, как-то вот из области какой-то сказки, фантастики. Человек желает, чтобы что-то, знаете, как в голубом вертолете прилетит вдруг волшебник, и там тебе эскимо навалится, мешок, там еще что-то, да.
То есть такая надежда на некий будущий коммунизм, некое будущее счастье. Когда-то же оно настанет, и знаете, сейчас другая прям песня пошла на ум. Где ты? Счастье мое. И дальше. Там про любовь, когда... То есть мы, люди все в мире чего-то ждут. Когда мы переболеем, будем здоровы, когда закроется масочный режим, когда прекратятся там всякие эти финансовые там перипетии, когда мы начнем жить более-менее. То есть людям 60 лет коммунизм обещали, и поэтому, вот это, знаете, такая мифическая надежда, удачи, подвернувшейся ему когда-то на пути, что какая-то или птица, или кто-то в виде птицы, или в виде партии, или в виде там удачи, там лотереи, еще что-то, прилетит в его жизнь. Хорошо, если кирпич не прилетит и не закончит его жизнь, это будет счастье, чтобы не мучиться дальше, да? Но давайте посмотрим много картинок, должны быть там, да? Да, вот смотрите, да? Вот такая классика просто выбора, классика жанра. Богатырь наш, русский, ну мы как бы россияне, да, там, россияне, русский, якутский, батур, там, как бы, ну вот наш постсоветский, да, точнее досоветский, но в нашем советском уже пост, мы как бы помним из сказок, да, стоит богатырь, такой, знаете, былинное, мифическое тоже, вот, и он перед дилеммой, выбором, да, налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь, жизнь потеряешь. Прямо пойдешь, жив будешь, вы знаете, ну вот, вау, ну хоть какая-то надежда, тут там делал это, жив будешь, до себя позабудешь, что это какое-то сумасшествие ему это грозит, как бы, да, то есть, я помню шутливую, знаете, другую, как бы, ну, типа, там, да, налево пойдешь коня, направо там все оружие, прямо пойдешь, сам погибнешь. И он такой, знаете, зависает и не понимает, то есть здесь прямо, ну хотя бы живой останешься, то есть, может быть, не знаю, что значит насчет позабудешь, как бы, да? Но вот, а в той версии все плохо, налево плохо, направо плохо, прямо тоже плохо. И он вдруг видит, что, знаете, как в банковских документах мелким почерком пишут снизу, знаете, чтобы ты как бы это не прочитал, да, ну и как бы застукали тебя на этом, да, поймали тебя на процентах. И он читает, а будешь стоять, получишь прямо здесь. То есть лучше хоть куда-то двигаться, по крайней мере, да. Вот, и получается выбор-то небольшой, вообще никакой выбор, да. Давайте посмотрим про наш жизненный выбор. Там еще дальше, сейчас включу картинки. И нет, это должно быть в конце. Вначале будет черно-белый, а то так, там по очереди шло. Да, смотрите. А вот там еще другая была картинка, это второй должна была быть. Первая. Да, смотрите. Вот эта картинка я пытался найти из советской действительности, но это где-то ближе уже, наверное, на излете советской действительности, когда, помните, приходили в 90-е в магазин, продуктовый, в это время учились в Москве, и шаром, ну в Москве было получше, правда, то есть где-то мы были 95-го года, но где-то конец 90-х, да, 80-х, начало, да, вот в магазинах был пустоган, пустынь была, пустыня, приходишь, толком ничего нет. Следующая картинка показывает действительно, что раз ничего нет, нужно пораньше встать, здесь люди как бы за хлебом стоят, я помню, за тазиками стояли, за туалетной бумагой стояли. Зачем мы только не стояли в очередях? А если уже стала появляться какая-то чуть более импортная одежда, люди вот так выставили пораньше. Я помню, как я сам, мама имела какое-то знакомство, такое шапочное, сама познакомилась с продавщицей, вот где был раньше магазин Манчары. Надо было узнать, то есть раньше не было, знаете, по блату из-под полы, нужно было хотя бы узнать, когда и где будут выкидывать. Она узнавала, что вот там на улице был какой-то ларек, там будут какой-то импорт выкидывать. В 2 часа, то есть за час до открытия, после перерыва, в 2 часа возле магазина уже блуждали такие люди, сильно, я просто случайно здесь, уже 5-7-8 человек, как бы, да, ближе к полтретьему начинали определяться, кто за кем стоит. В 3 часа уже выстраивалась примерно вот такая очередь, чтобы что-то отхватить, пуховичок какой-нибудь там китайский, еще что-нибудь, как бы, да. Но мы это, слава Богу, как-то пережили. Мы думали, это, знаете, такое, ну, печальная ситуация, как бы, может быть, не знали, мы как-то жили. У нас не было с чем сравнивать особо. Ну, у наших родителей, знаете, самое смешное, что фотографий, даже если черно-белых, цветных было мало. И одежда была достаточно не цветная, и жизнь была серая, и мало чего было. Но вот жизнь поменялась, пришла рыночная экономика. Помните, когда вы раньше приходили в магазин, выбор был небольшой. Черное пальто,
пальто там 50 размера, черное пальто 52 размера, черное пальто 54 размера, ну, возможно, 48. Ну, если что, еще серые какие-то. Сейчас, когда я здесь не вещевая, как вы знаете, такое вот изобилие. Сегодня, когда ты приходишь в магазин, раньше у тебя проблем не было еще выбрать, ну, вот одно-две и все. Сегодня, когда ты приходишь в магазин, твой выбор, это твои глаза разбегаются. Тут все упирается уже в деньги, в денежный ресурс, возможности, что ты можешь себе позволить на то, что ты заработал. Можно следующую картинку. Это вот, да, сейчас у нас, знаете, раньше были магазины, потом пошли маркеты, потом пошли супермаркеты. И если кто-то был в больших городах, там уже гипермаркеты. Там уже торговые центры типа мега, где и продовольственные, и одежда, и обувь, и косметика, и все подряд. И ты идешь, если у тебя есть что-то из денег купить, ты купишь. Если нет, можешь, как на выставку народного раньше хозяйства ходили, походи, пооблизывайся. И знаете, как я говорю, раньше проще было. Одно-две выбрал, все одел, пошел. Сейчас, знаете, как в коммерческом магазине, глаза разбегаются, только держись за карман, чтобы они из тебя последние не вытащили. Вот это, знаете, вот та ситуация, в которой мы живем. Поэтому нам приходится делать выбор. Нам приходится делать выбор, когда мы стоим утром, чистить зубы или не чистить. Одежду одеть эту или вот эту. Знаете, недавно я прочитал такую веселую картинку с подписью: сидит собачка, на ней шапка, ну такая просто веселая как бы. А подпись такая: почему, когда я прихожу к шкафу, чтобы что-то одеть, мне постоянно не хватает чего-то нового одеть? Ну как стирать горы шматья просто. Вот мы живем в такое время, да, нового одеть нечего, хотя полны наши шкаф как бы одежды, но зато стирать как бы город. Это вопрос для благотворительности. То есть мы стоим перед выборами разных вариантов. Вариантов, с кем жить, в каком городе жить, на какую работу устраиваться, с кем дружить, куда поехать отдыхать или вообще не ехать отдыхать. То есть вся наша жизнь это сплошной выбор. Помните, да, классика из Шекспира: to be or not to be. Быть или не быть, то есть выбирать или не выбирать, делать, не делать. И от того, что мы выберем, что мы выбираем, зависит туда. Ну я уже так за глобально, я уже там не за пасту и за одежду, да, за какие-то серьезные вещи, которые влекут за собой какие-то последствия. Уходя, что не оденешься зимой как летом, последствия будут. Так вот, выбор влечет за собой какие-то последствия. Это куда-то нас может привести. И при том, может так оказаться, что сделав выбор, который нас куда-то приведет, он может нас привести или к чему-то замечательному, хорошему, что принесет благо в нашу жизнь, или этот выбор, если он неправильный, да, другой, этот выбор. Дорогая сестра Сибилия, во время собрания мы сидим, не ходим, пожалуйста, предупреждаю последний раз, по-дружески. Мы не мешаем никому, слушаем сами. Так вот, мы можем сделать неправильный выбор, и это может привести, ну представьте, я не знаю, вот мы когда в русскую рулетку там играем, да, ну, такое на грани сумасшествия, там какие-то кризисных моментах, там у кого-то есть оружие, знаете, в фильмах там выглядит барабанный, да, закладывают один патрон, крутят, и тогда они играют, у кого будет сильнее нервы там, кому повезет, не повезет, или еще что-то. Ну, банально, мы можем повернуть не на ту улицу, не ожидая, что там может ждать встречная машина какая-то, которая летит, или где-то быть невнимательными. То есть мы делаем выбор, притом чаще осознанный, иногда неосознанный. И мы должны понимать, к чему это приведет. Не приведет ли это к разрухе нашей жизни. Так может быть связано с кредитами, так может быть связано, что ты отчасти где-то может быть не зависит от тебя обстоятельства, где-то может быть от тебя. Поэтому то, что мы выбираем сегодня, это определяет, где мы окажемся завтра. У вас было когда-нибудь, что вы делали какой-то выбор в своей жизни, чего-либо, и это далеко не радовало вас из-за тех последствий, которые пришли в вашу жизнь? Было что-нибудь? Съели не то, переели, я не знаю, там, не тот кредит взяли, не с теми познакомились, думали, что это хорошие люди, они вас потом кинули. Ну и вы сами знаете вашу ситуацию. То есть переживали ли вы какой-то негатив из-за выбора, который вы сделали? Конечно, конечно. Ну, некоторые есть честные, остальные еще думают, вспоминают. Хорошо. Что и как
должно выбирать нам. То есть сегодня мы уже люди более осмысленные, осознанные, как бы, да, мы верующие, мы понимаем, не все хорошо, то, что нас окружает, и нам нужно разбираться в том, как сделать правильный выбор. Давайте откроем, пойдем в Писание, в Библию, да, начнем смотреть на ситуации, где людям приходилось выбирать, и почему они делали такой выбор. Иисуса Навина, 24 глава, 15 стих. Иисуса Навина, 24-15. Это история про Иисуса Навина, который, вы помните, кто такой Иисус Навин? Это муж Божий, который после Моисея повел Израиль, они завоевали новую землю. И вот что он говорит здесь. Уже в конце, подводя итог, возможно, они уже завоевали, немного успокоились, может быть, он уже ближе к пенсии. И он говорит, если же не угодно вам служить Господу, то есть он подводит итог и предлагает, как бы, да, то знаете, сам вопрос стоит, почему предлагает? То есть, если все стройными рядами шли, знаете, как компартия, завоевывали там, гражданская война, знаете, не все было однозначно после гражданской войны, после Второй мировой войны. Думали, что все, знаете, партия едина, но не все так ровно и однозначно, но это другая история. И вот смотрите, да, ну, как параллель. Он почему-то вдруг спрашивает у Израиля, который, и при том это поколение новое, это не старое поколение, потому что старое поколение уже все осталось, там, кто до Красного моря, кто погиб в пустыне, кто там не перешел через Иордан переходило новое поколение. Но прошли годы, мы читаем конец бытия Иисуса Навина, его, как бы, да, жизни и служения, он говорит, если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Ну, я не хочу назвать эту тему, знаете, тему достойно хотя бы задуматься. То есть почему-то даже в новом поколении, которые говорили Иисусу Навину, если мы читали бы первую главу, да, пойдем и завоюем, только ты держись Господа. Но почему? Потому что, знаете, хотим мы этого или нет, мы можем ходить в церковь, мы можем читать Библию, мы можем стремиться жить праведной жизнью, но это не значит, что вокруг нас, народы, которые окружают нас, они живут праведной жизнью, что они понимают Библию, они чтут Бога. Вокруг нас масса людей, которые грешат перед нашими глазами, которые творят то, что они хотят творить. И мы видим, как они живут, и так или иначе это может пытаться подтачивать, пытаться провоцировать нашу веру на то, что мы с Богом столько лет, и у нас что-то не происходит, и где-то, может быть, нет каких-то ответов, и, может быть, долго уже нету, а это себе живут и благоденствуют. Ну, может быть, ты так не думал, но такие мысли могут приходить, или разного рода другие, о церкви, может быть, о служителях, или еще о чем-то. Жизнь есть жизнь, все что-то происходит. И поэтому такой вопрос имел место быть, даже у нас для нового поколения, которое выросло. То есть кому-то было не угодно служить. Кто-то смотрел налево, направо, кто-то искал каких-то других путей. Он говорит, вы можете избрать себя, избирайте сами, каким богам вы будете служить. И как служили отцы ваши, еще плюс наследие. У нас у многих мы в первом, максимум во втором поколении. У нас уже в памяти, в какой стране мы жили, что происходило, что происходит. То есть эта атмосфера внешняя, хочешь не хочешь, она может не влиять, может быть, но привносить некое влияние. И он говорит дальше, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Амореев, в земле которых вы живете. Вот там есть боги. Сегодня есть масса богов окружающих. Я даже не говорю о религиозных богах. Я говорю о том, что люди поклоняются мамоне, то есть деньгам, карьерному росту, боясь потерять. Знаете, есть бог страха потерять работу. Это Бог. Потому что есть Бог, который сказал, я позабочусь о тебе и обеспечу тебя. И когда приходят какие-то ситуации, тебя еще, может, не увольняют, но уже какие-то шу-шу-шу идут, какие-то вопросы. Кто-то тебе говорит, а тебе уже там что-то дали какой-то квиток, а ты уже в списках или нет. Тебя начинает трясти. А вот кто не получит вот то и то, тоже под страхом увольнить или еще что-то. Есть Бог, которому ты можешь доверять, который шалом даже посреди всей разрухи. Слава Богу, пока разрухи нету. Но, когда она придет, потом доверять ему уже будет, ну если не поздно, но крайне трудно. А Бог страха говорит, бойся меня, ты останешься без ничего. И тогда тебе нужно исполнять что-то, делать что-то для того, чтобы угодить тому Богу. А работает в виде естественных вещей.
в виде законов, в виде подзаконных актов, в виде слуха, в виде мыслей, в виде того, что говорится руководителем или еще что-то, твоими коллегами. Будет служить богам Амореев, в земле которой живете, а я и дом мой будем служить Господу, ибо Он свят. Как это было выбором Иисуса Навина, это будет выбором сегодня и для нас. Это будет выбором. И мы должны разобраться, буду ли я готов. Знаете, выбор не тогда, когда тебе постучат в дверь и будут стоять люди в форме или еще в чем-то, как бы, да. Выбор тогда, до того, как они придут, как ты будешь на все это реагировать. Как ты реагируешь, пока еще никто не пришел, пока еще никто тебя там не третирует, а только лишь слухи распространяются или еще что-то. Иисус Навин сделал свой выбор. Вы знаете, выбор Иисуса Навина был не в тот момент, когда он предлагал, он лишь подтверждал. Он говорит, я однажды выбрал выйти из Египта. Я однажды выбрал, когда Моисей сказал, собери способных держать оружие и выйди против Амалика. Он мог тогда отказаться, мог тогда испугаться. Но он послушался то, что было ему сказано. И он пошел. Он мог сдаться посреди битвы, когда одолевали, броситься на утек. Но он стоял, потому что кто-то стоял и молился за него. Он был верным тогда, когда многие не хотели, не понимали Моисея, что Моисей творит, куда он уходит, куда он уезжает. Но Иисус Навин был с Моисеем рядом, там, где Моисей был рядом с Богом. Его выбор, он постоянно возрастал в своей позиции, в своей уверенности, в своей силе. И когда стал, возможно, какой-то вопрос, я не знаю, где он стал, я думаю, не просто было информативно. Но знаешь, периодически мы сами себе кому-то должны говорить, ты все еще в тонусе, ты все еще идешь за Богом, ты все еще больше Бога боишься, или чего, или кого. Давайте немножко, не окунаясь в Писание, я думаю, многие из вас так, вы знаете Библию, мне приходится сказать, сядь так, чтобы ты не сидела, не мучилась все это время, сражаясь с мыслями. Сядь немножко, есть тенечек. Хорошо. Не обращайтесь сюда, нужно все, что происходит, там движуха, там движуха. Нет, здесь я буду, если что, попрыгать, пошевелиться, чтобы это, все здесь. Хорошо. Смотрите, да, давайте вспомним просто библейскую историю, да, хронологически немножко, да, сколько можем. Выбор Адама и Евы. Вы помните про Адама и Еву? Да, были такие ребята, Адам и Ева. Кто помнит Адама и Еву? А кто их видел? Но не все их видели, но все могут их увидеть. Вспомните, как думаете, в чем был выбор Адама и Евы? Ну, вариантов может немного, но какие-то могут быть, да, допустим, не вкушать, да? Вот не вкусили бы, и все было бы хорошо, и все бы там были бы, и не мучились бы, как бы, да? А вот вкусили они, или там у кого там был выбор, да, выбор там у Евы, как бы, вроде там, ну, как-то вот не сдала экзамен, а на самом деле мы понимаем, что и Адам где-то вот не наставил жену. Но на самом деле я не буду спрашивать, чтобы, как бы, дать им, не чтобы экзаменировать, а спросить варианты. Вариант очень простой. Это не связано с тем, что вкушать или не вкушать. Там больше вариант с тем, что слушать, не слушать, как бы, да.